Иду, ребята, оттуда. Аккумулятор у меня сейчас зарядка села. Сейчас опять в тепле подержал, там минутку поснимаю. Вот смотрите, я уже на подходе, здесь у меня будет, тропинка. Я, короче, оттуда прошагал весь путь. И остановился показать. Но это прошлогодний. Отметки у медведя, смотрите, как он царапал. 2 метра, вот высота 2 метра до сюда. И тут когти, вон, смотрите, какие у него. Вот отсюда как царапнул. Вот, смотрите. Серьезные. 4 вот такие полоски. Ну, 5 там еще. Раз, два, три, 4. Вон как царапнул. Тут. Тут тоже он поцарапал. Круговые, короче. Что-то тут отмечало. Серьезно поцарапал. Но по когтям видно, что не маленький. Не маленький. Может, с кем в прошлом году мы встречались. Может, этот медведь, может, еще какой. Ну, серьезно, и там еще что-то. Сейчас еще глянем. Но это первый раз вижу. Значит, я в прошлом году я тут не ходил. Ну, это тут... Это непонятно, чего тут было. Но там явно медведь там царапал. А это фиг знает, просто кора как-то упала от чего-то. Не знаю от чего там, что было. И у меня тут уже где-то тропинка. Ой, блин. Аккумулятор мигает. Короче, вот наша тропинка. Здесь где-то 1,5 километра осталось до самой избы. Ну вот от ручья мы прошагали, но за ручьем нам на 3,5 километра до сюда было. Примерно, я все так говорю. А утренние следы мои вот тут. Здесь я начинал съемку, короче, я рассказывал туда-сюда. И круг такой вот. Это и мы сегодня кружили. Кружили конкретно сегодня. Сейчас на глаза брусника попала. Сейчас еще бруснику закину в рот и уже по своей тропинке дальше. Все, последняя финишная прямая, в общем, этого похода. Завершаем осеннюю охоту нашу. Вот так, последние километражи мы сегодня идем. Ищет место, где ложиться. Все, аккумулятор мигает, короче. Заключительные моменты. А там уже везде встретимся. Вот мешает ему. Надо отвлечь и мешает. Да не ложись, сейчас пойдем уже туда. Вот ты смотри, вот ищет, вот все мешает ему. Вот выбрал место. Кружит, кружит, кружит. Сейчас резко потом как завалится. Попудал. Сейчас все равно придется встать и дальше идти нам. Вот следы там где-то 100 метров, наверное, вот медведь царапал. Крупные следы. Но в этом году свежих что-то я не видел этих царапаний. Ну, не попадаешь просто на них и все. Все мигает кругом. Ребят, 4 часа ровно. О, еле видно, в избушке уже темно. Так-то на улице как будто светло, а вон, смотрите, что творится в избе, уже все темно. Затопил печку, накормил собак в первую очередь. Там еще ничего не ел. Вон, у них кашу доедают. Кастрюля пустая, а все. Короче, вот остатки каши. Это у Айды, он побежала, вон у Тулана. Тула. Тане. О, хитрая, и там, и тут, везде. Но они наелись, все нормально. Наелись, там, наверное, тоже. Ну тут Тулан все съел, молодец. Ну и животик такой полный стал. Все четко. Их накормил. Короче, взял,
ну, как сказать, дрова еще расколол. Там озеро у меня, озеро все во льду. Озеро во льду. Короче, лед, ну, миллиметра 3-4, наверное, ночной лед. И бедро тоже во льду, все. Там слой вон непробиваемый. Я заливал, как сказать, из другого ведра и вот сюда. Тут тоже, ну тут, ну да, там тоже уже ночной лед. Надо вылить все. Пробьет, блин. Как же он снимается-то? Вон там. Лед, короче, непробиваемый. Надо разбить и все. Сезон закрываем, ребят. Все. Так. Чем же разбить-то? Надо. Все замерзло. Все замерзло. Вот так. Все. Ну и тут как-то то же самое. Где-то миллиметра 3-4. Ждали морозы и как-то непривычно все, блин. Все непривычно, все замерзает. К речке так и не сходил, блин. Главное в капкан не попасть. Но не должно за одну ночь. Еще сегодня переночуем и завтра уже будем собираться. Здесь еще, может, завтра канаву порыть и, ну, в принципе, делать больше, наверное, ничего не буду. С будкой так и не разобрался. Будку я буду делать весной. Как бы будка там у меня стоит. Весной я сделал, но не переставил. Такие дела. Сейчас я буду, ну, как чай закипит там, поужинаю и почищу рыбу там. Вода ледяная, надо занести это ведро. Просто сейчас уже все замерзает на улице. На улице я ничего оставлять не буду. Туланчик? Тулан молодец. Поел, сейчас спать ляжет и будет отдыхать. Айду я, наверное, чуть позже пущу в избушку. Я спать. Тут ты сейчас нюхай. Поспать. Короче, вот такие дела. Нельзя пока терпеть их. Ну вот. Ну тут пока темно. Сейчас всеми делами разберусь и обязательно поговорим еще, наверное. А сейчас пока много работы, блин. Чистить и рыбу надо, и возле избы там дрова занести. Хоть печка, ну да, горит, все нормально. А то один раз уже потух, там второй раз пришлось зажечь. Все нормально, все. Все тип-топ, сейчас будет темно скоро. Валяюсь, отдыхаю вообще. Много гудят, все гудит. Приятная усталость. Всю ночь еще отдыхать. Сейчас поужинал. Съел вчерашнюю кашу, творог. Ну, в общем, таежная еда. Собак накормил, они тоже спят. Айда под нарами, Тулан в будке. Охраняет нас. А думаю, сейчас пока и охранять не от кого. Потому что сегодня за целый день медвежьих следов, ну, не видели. Ну, это и хорошо. Где-то бродят они, но может уже в берлоге, я не знаю. Потому что не может быть, что их нету. Очень много было летом. Да и сейчас, наверное, где-то они есть. Вот. Ну что сказать еще?
Ай, добавить вроде нечего. Все видели, как всегда. Показал, как ходили мы сегодня. Кого видели. Как мы видим, тайга не такая богатая сей год. Дичи мало. Некоторые, я думаю, тоже не будут верить, что мало, так мало дичи. Потому что в прошлом сезоне, в прошлом видео про свою охоту, про промысел тоже, в Одноклассниках мне не раз писали некоторые, не верят, что столько, так мало дичи. Писали, что за раз они, за выход они по 10-20 рябчиков стреляют, но извините меня, что есть, то и показываю. Как есть, что есть, то и добываю. Мне хочется тоже вот пострелять, заснять все это. Но не получается, ну никак. Нету живой цели. Сегодня за целый день. Один глухарь, видели одного глухаря, одного зайца. Так, два, три, наверное, эти куропатка получается. И одного рябчика. Даже удалось, наверное, заснять. Где-то я заснял вроде. И у меня аккумулятор уже сел. Еще одного рябчика еще видел. Этого рябчика я даже хотел подстрелить, но он как-то затаился. Собака под деревом, я его рябчика слышу, но и так и не получилось увидеть. Как он взлетел, я понял, где он сидел. Ну, такие они. Сейчас, знаете, как тяжело искать их. Сейчас на деревьях такой снежок. И рябчик похож на вот так маскируется, что если солнечные дни, силуэт быстрее можно найти в дереве у рябчика. А без солнца они затаятся и невозможно даже найти. И так и получилось. Он улетел. Ну, пусть летает. Ничего. В будущем году, может, даже самочка была. Не знаю. Обычно, обычно самочки далеко улетают, как взлет и вслед еще там по-своему как там пикают, кричат. Вот. Ну, я сетки снял с озера. В озере там несколько сеток стояло. Поймал, ну, штук 15, наверное, или не помню уже сколько плотвы. Я половину почистил. Здесь даже пришлось избушкой почистить, потому что на улице дубак и стемнело. Я пришел с рыбалки, и уже все начало темнеть, ничего уже не видно. И да, так замерз, у меня руки так замерзли. А половину рыбы я оставлю на приваду, как бы на приманку, может быть, так-то, в принципе, в планах у меня есть в ноябре еще сюда прийти на лыжах и, ну, может, капкан я еще поставлю. Для этого я оставлю эти рыбы. Вот. Такие некрупные плотва, некрупная плотва, я их оставлю. Вот. Так что планов, как всегда, море, и в дальнейшем, если все получится, также буду снимать зимние походы. Вот. Зимой еще даже, вам скажу, зимой наша тайга еще беднее, чем осенью. Зимой вообще редко можно увидеть боровую дичь, если перелетные косачи не прилетят. Может быть даже так, что бывает, что нету дичи и откуда-то могут прилететь, скажем, стаи, такие большие стаи. Если
на березах корм будет, они могут прилететь и всю зиму еще будут стрелять охотники. Прошлую зиму даже очень много их было. Ну, как-то я тоже с мелкашкой ходил, там подранил, но так и не получилось мне добыть в руки. Ну, в общем, да, ушли птицы. Подранил и ушли, бывает. Вот. Ну, все, наверное, на сегодняшний поход вы видели все. Показал, где ходил, что видел. А сейчас я буду отдыхать. Отдыхать, слушая радио. Уже просмотрел свой сегодняшний фильм, что заснял, как где гулял. Все это просмотрел. Завтра посмотрим. Завтра, ну, сегодня позвонил домой и сказали, что завтра дождь со снегом будет. Так что не очень благоприятная погода. А задерживаться уже здесь я не буду. Все. И время поджимаю, что мне надо ехать домой. Последний день сегодня был охоты. Завтра спускаемся. И все. Давайте до завтра. Завтра продолжим. Что будет, как будет. А сейчас я буду отдыхать вообще. 6:30 утра, ребят. О, радио гремит у меня. И, короче, только что встал. Только что встал. Лень было вставать. В общем, 9 часов вчера я лег. И 5 часов вставал. Печку затопил, как обычно. Чайник закипел сейчас. 6:15, наверное. Было я как встал и убрал сразу одеяло, матрас, чтобы уже мне не тянуло ложиться, полежать чуть-чуть еще. А чуть-чуть это час, полчаса. На улице сегодня 0 градусов и снег идет. Снег идет, но это раннее утро сейчас. А я думаю, днем будет дождь. Ну, повернет к дождю погода. Дождь со снегом. Я уже потихоньку начинаю собирать все вещи. Так, не спеша. У нас целый день впереди. Буду собирать вещи и, наверное, еще буду немножко заготовлю дрова. Все-таки я думаю, в ноябре я пешком приду. Приду сюда, и чтобы запас дров. Вон, смотри, какой снег. Но это снег с дождем, наверное, сегодня точно будет. Что-то быстро падает, слишком быстро. Но ветер сегодня, сильный ветер на улице. И быстро падает. Это значит, что снег тяжелый и быстро падает. А когда легкий снег, вот сухой снег, он ровно так падает, спокойно. А это как, я не знаю, как камушек кидают. Ну да ладно, у нас есть плащ. Там греется каша у меня, остатки каши. 3 дня, третий день уже я ем целую кастрюлю, блин. Варить свежее я сегодня не буду. Свежее я буду есть сегодня дома, закусывать. Все это дело будет. Вот. Так что сезон охоты осенний я, можно сказать, буду закрывать сегодня. Последний денек в тайге. Осенний. Ну, а уже в ноябре уже будет зимняя охота. Так что осенняя охота мы будем считать, что закрыта. Конечно, хотелось больше вам показать, интереснее, чтобы было больше выстрелов, но больше ярких моментов хотелось показать. Но вот видели, как боровая дичь у нас очень мало. И что получилось, то и посмотрели, можно сказать. Если досмотрели все части, я думаю, фильм бы растянулось, там много частей получилось, потому что я заснял где-то
примерно 18 часов непрерывной съемки у меня получилось. Карта памяти, 4 карты памяти и по 5 часов съемки. Так что, 18 часов чистой съемки. Немало. Немало. И, показал немножко свои территории, где я хожу в основном. Дичь какая, сколько было, что вот сидит, я моментально спешил заснять, чтобы перед вылетом, пока не улетел. Как получилось. Будем надеяться, что в будущем году дичи будет больше и интереснее фильм получится. Я думаю, неплохой фильм. Почему? Можно смотреть. Заснял все, как было. И природу, и... по-другому никак. И как собаки работали. Вот Тулан вот сейчас наглазовался, он тоже из будки вышел. Первый лай у него слышал вот 9 месяцев. Он залаял, там белку залаял, и вчера вот еще глухаря, но они там лаяли. Я не видел, кого они лаяли. Одного я глухаря видел, как улетел. А там еще они лаяли, но видно, что еще боровая дичь была там. Вот. Сегодня уже в тайгу я не выйду. Сегодня буду собираться и как расцветет нормально, буду в избушку все уберу. Заготовлю дрова. На одну затопку я расколю дрова для путника. Все равно я отсюда выеду, кто-то придет, переночует. Есть такие у меня знакомые, кто здесь еще приходит сюда. Вот для них дрова я оставлю и на пару суток еще у меня в коридоре оставлю. Еще бы березу свалить. Но это в мороз, это как затопишь печку, березу еще закинешь и быстрее греется. Вот так. Я не стараюсь сейчас закрывать задвижку. Если я зимой приеду, у меня всю ночь будет гореть печка в печке. Я сырые дрова закину туда и пусть тлеет. А некоторые, вот, скажем, приедут, избушка холодная, затопят там, и вроде потеплело, начинают там угли, чтобы были, и потом закрывают, а через некоторое время уже избушка начинает остывать. А я этой тактикой сейчас уже я не пользуюсь. Я первую ночь, можно сказать, у меня печка, хоть кирпичная, у меня как буржуйка, у меня тлеет там. Все время дрова там, говорят, слякоть надо сегодня будет. Что-то погода совсем дурдом сегодня хочет быть. Вчера повезло, хоть целый день бродили, хорошая погода была. Вот, в общем, вот таким макаром я и живу. Вот такая охота, в общем, была. Пишите комментарии, что как. Бывало там пишут. Но я уже рассказывал все. Я уже, наверное, думаю, в некоторых моментах я повторяюсь, но я забываю, вот, скажем, я забываю, что я где-то неделю назад уже говорил. Просто, честно, я забываю. Много болтаю на камеру и бывает, что уже повторяюсь, но примите таким, какой я есть. Вот. А сейчас буду завтракать, убираться, заготовлю дрова, наверное, еще. А будка для собак у меня там, вон там стоит. Надеюсь, видно, вон там. Вон где-то он там. И так я не успел поставить на мох, потому что времени нету после охоты вообще времени нету. После 3-4 я прихожу, там туда-сюда пока кручусь возле избы, уже темно.
ничего не успеваю. Один. А один выходной я сделал тоже. Вот. Дождь. Целый день не прекращая шел дождь. И тоже как-то противно в такую погоду работать. И я не выходил. Только по лесу побродили и все. И то не снимал ничего такого. Побродил по лесу в плаще, в сыро. Ой, какая работа может быть. Не к спеху. Я в будущую весну приеду, уже будет чем заниматься. Я поставлю на мох у Тулана там будку новую. И хотел еще раз, 2 венца приподнять баню, но в этом году я помылся, и я моющий, в принципе, потолок еще вот где-то, когда я сижу, где-то сантиметров 15 не достает голова до потолка. И думаю, в будущую весну я еще не буду трогать баню. Пусть пока так постоит, а в дальнейшем уже будет занятие там, по-новому уже поставить, венцы поменять. Вот. А на улице снежок, ребята, вот смотрите. Видели? Снежок идет. Ну вот еще. Я сейчас позже включу, еще поболтаем. А сейчас я буду заниматься своими заботами, уборкой. Я канал вчера вырыл уже все вечером. Уже темно было, но я рыл там. Все нормально. Еще с той стороны на пару метров можно еще вырыть еще. Все, короче, выключаю пока. Погода портится, одним словом.